Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба сегодня выглядит так. Внутри просторные комнаты, наполненные светом и тишиной. Стены, хранящие память о прошлом, пока что молчат. Залы будто дожидаются, когда история снова оживет. В здании проведен капитальный ремонт. На первом этаже располагаются служебные помещения. Вестибюль, комната охраны, административные кабинеты, хранилище, конференц-зал. На втором – выставочные залы. Однако для открытия музея необходимо оснастить здание мебелью и оборудованием. Неделю назад музей посетили глава государства Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Состоялся разговор о дальнейшей судьбе музея. Хотят оказать реальную помощь в создании экспозиции. Естественно, тут нужна наша работа, наших историков, художников, которые будут привлечены к созданию экспозиции. Это совершенно нелегкая работа, это глубокая научная работа, это надо продумать, какой материал представлять, какую эпоху надо представить, в каких рамках это должно быть представлено. Надежда Ашуба отметила, что каждый предмет должен сам рассказывать о себе и о времени, которое он представляет. Музей не ограничивается узкими рамками только биографии Нестора Лакоба. Это музей истории Абхазии конца 19-го, начала 20-х веков. Период нелегкий, сложный и интересный. В гостях были и заместитель министра культуры Российской Федерации, а также советник министра. В Госфильмофонде России хранится немало интересных материалов, особенно по 1930 годам, связанных с Нестором Аполлоновичем. Российская сторона пообещала, что эти материалы будут разысканы и копии предоставят музею. Копии эти передадут. Тем более у нас есть, хоть и небольшой, но конференц-зал, где мы сможем это показывать широкому кругу населения, всем, кто будет в этом заинтересован. Я думаю, особенно молодым историкам это будет хорошее подспорье в изучении истории своего края. Историко-мемориальный музей Нестора Лакоба был создан в 1982 году. Для посетителей был открыт в 1983 году к 90-летию Лакоба. Музей проработал до августа 1992 года. Во время Отечественной войны народы Абхазии его сожгли. Сохранившиеся материалы в удовлетворительном состоянии. Это основной фонд наш, личный архив Нестора, который сохранился благодаря супруге Нестора Аполлоновича. Но уже после того, как репрессии завершены и брат царей Муста вернулся в Абхазию, он определенное время жил здесь, знал, где архив. Вот, когда он переезжал в Батум, он забрал с собой этот архив. Когда создавался музей, Станислав Зосимович, Людмила Владимировна Малия, первый директор бессменный до недавнего времени, они вместе ездили в Батум. Какую-то небольшую часть архива он нам передал. Но на сегодня весь этот архив продан сыном Мусту в институт Гуверов в Соединенных Штатах. Мы сможем располагать только копийным материалом при наличии финансов. То есть все это, естественно, в наше время это все надо покупать. Там очень такой богатейший архив. Во время посещения Станиславу Зосимовичу удалось где-то 95-98% зафиксировать. У нас есть перечень материалов. В основном имеются документальные материалы, бумажные носители. На втором этаже стоят два кресла, которые были переданы Сарии от супруги брата Нестора. Хотела обратиться ко всем жителям Абхазии. Если у кого-то сохранились какие-то материалы, связанные с Нестором Аполлоновичем Лакоба, или же с его соратниками, мы были бы рады принять их в музей, с большим удовольствием и по возможности отразить это в экспозиции нашего музея. Историко-мемориальный музей располагается в городе Сухум по улице Лакоба. Выдающийся государственный деятель Абхазии Нестор Лакоба проживал здесь с семьей в период с 1923 по 1936 годы. Шазина Ханаго, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.